Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Это пан Александр Кондратенко, политтехнолог и боец спецподразделения ХОРТ. Пан Александр, витаю вас. Селям алейкум. Привет. Привет. Салям алейкум. Ну что ж, уже на протяжении 8 месяцев Украина героически сопротивляется террористическому государству Россия. Как вот на 8-й, и ты с первых дней находишься в рядах вооруженных сил Украины, вот как вот с первых дней вот до сегодняшнего дня изменилась в целом ситуация на фронте? Как ты оцениваешь нынешнее наше положение? Ситуацию на фронте оцениваю как стабильно тяжелую. Угу. Несмотря на все наши успехи на фронте, пока мы, собственно, не выгнали до конца кацапов с нашей территории, включающей Крым, нельзя сказать однозначно, что вот победа уже вот-вот. Но, опять-таки, если расценивать позиции той же Российской Федерации, то объективно они сейчас проигрывают. То есть военную компоненту они проигрывают 100%. Несмотря на все эти обстрелы, прилеты и сложности на юге и на востоке страны, мы видим в информационной повестке РФ, они все чаще, у них тезис проскакивает: давайте какие-то переговоры. Переговоры уже, собственно, точка невозврата пройдена, ни о каких переговорах речи не может идти, кроме случая, если Российская Федерация будет капитулировать. Но опять-таки это нереальное событие, и Россия на это не пойдет. Ну вот только недавно, кстати, министр иностранных дел России Лавров сказал, что как высшее политическое руководство самой России, так и Путин готовы к началу переговоров, но опять на переговоры не идет якобы Украина. То есть, как ты думаешь, они реально жаждут каких-либо переговоров, или же это такой типа стратегический ход для выигрывания времени, для того, чтобы собрать армию и наступать в очередной раз уже с более там какой-то серьезной силы, им нужно просто оперативное время для вооруженных сил? На самом деле, да, как бы твой тезис, он понятен, и я поддерживаю то, что ты сказала. Да, Российская Федерация прекрасно понимает, что в какой-то степени не выдохлись, но списывать их со счетов еще рано. Переговорный процесс наши первые лица государства уже неоднократно заявили, об этом речи быть не может. После всех тех ужасов, которые натворили кацапы в Украине, любое движение в эту сторону нашего руководства будет воспринято в штыки, и, собственно, никто на это не пойдет. Угу. Теперь, касаемо Российской Федерации, подготовки и так далее, мы прекрасно видим, что уж там вчера, по-моему, Путин сказал, что они закончилась у них условная мобилизация, то, что они хотели насобирать, не собирали, и отправили порядка 80 тысяч мобиков в Украину. Собственно, если сопоставить цифры Министерства обороны Украины о количестве уже за 200 русских в Украине, они плюс-минус совпадают. То есть, грубо говоря, россияне таким образом латают дыры живой силы на фронте. Мы про технику сейчас не говорим, и про те потери, которые у них были за это время. Если мы говорим о мобилизации в России, многие эксперты говорили, что это ни к чему не приведет. Мое мнение таково, что если у человека есть в руках АК и у него есть БК, комплект к нему, это угроза. Если таких людей 300 тысяч человек, это угроза фикс 300 тысяч. Поэтому списывать на то, что они там все маргиналы, то, что нам показывают средства массовой информации, алкоголики и так далее, да, часть это тоже информационная война, и я более чем уверен, что часть определенную там в районе, допустим, 200-250 тысяч они будут серьезно готовить. И эта подготовка в среднем будет занимать где-то 2-2,5 месяца. Собственно, по тому, что могло бы быть на весну, это я не исключаю сейчас, до конца года, с Божьей помощью мы заберем Херсон. Вот. И в сознании россиян это будет просто провал колоссальный, очередной.
им необходимо будет как-то информповестку эту перебивать. Все, что у нас происходит сейчас со стороны границы с Беларусью, то есть часть же мобиков едет туда, Да. я не исключаю то, что как бы Лукашенко не старался прыгнуть с этой военной темы, мы прекрасно понимаем, что обстрелы ведутся также со стороны Белоруссии. Сложность будет заключаться в том, что в какой-то момент, возможно, все-таки заход будет. Но опять-таки с этой стороны там граничит практически с 5 областями, куда они могут двинуться каким-то серьезным кулаком. Остается только, как говорится, наблюдать, если это произойдет. Но хочу всех успокоить, с этой стороны Украина укреплена довольно-таки серьезно. Ну, то есть можем ли И мы сказать, что эффекта неожиданности, если мы говорим про нет, Киев, про абсолютно Киевскую область, уже не будет? нет. И, ну, наверняка же они это Никак. осознают, либо не осознают. То есть на что они рассчитывают? Расчет идет на то, чтобы, опять-таки повторюсь, это не факт, что это произойдет, но Мгм. вероятность такая существует, поэтому часть военного контингента наших военнослужащих, она находится там. И, собственно, эти силы мы не можем перебросить на восток и на юг. И таким образом, они, собственно, оттягивают наши вооруженные силы, и мы понимаем, что произойдет это, не произойдет, у нас там должны присутствовать военные, техника и так далее. То есть переброска крупных сил с одной части территории Украины в другую, это логистика, это время и тому подобное. А насчет того, что эффекта неожиданности не будет, этот эффект неожиданности закончился еще в феврале месяце. То есть то, что они могли теоретически тогда предпринять, то есть я моделировал себе ситуацию, тогда мне еще это было непонятно, почему кацапы, собственно, били там условно по жилым кварталам, они били по инфраструктурным объектам с начала войны. Мгм. Да, они били по ПВО, и колонны заходили, и во многих там частях территории Украины они вообще просто прошли. Собственно, Херсонская область и город Херсон тому подтверждение. Никто их там не встречал, и дороги были разминированы, и очень много вопросов к тем СБУ, которые, собственно, перешли на сторону врага, ну и так далее. Поэтому сюрпризов не будет. Сюрпризов не будет, просто там будет бойня, и в какой-то момент они просто все там. Какое бы количество военнослужащих живой силы не выдвинулось в сторону Киева, они застопорятся очень быстро, и это будет просто бойня для них. Я думаю, что часть военнослужащих Беларуси, они мгновенно, перейдя границу, станут на нашу сторону. Мгм. И это не просто слова, это, ну, скажем так, в войсках Украины люди, которые там старше офицерского состава, те, которые прошли не одну военную кампанию, начиная там с Афганистана и так далее, они все коммуницируют. И вот я не понаслышке знаю многие, скажем так, даже с моего подразделения, мой командир и так далее, у них есть точно так же знакомства и друзья, военнослужащие Республики Беларусь. И вот они открытым текстом это уже говорили, у нас даже ваши флаги есть, поэтому Лукашенко прекрасно это понимает. Мало того, Ну, весь тут военный получается контингент, такая, извини, перебила, такая патовая ситуация для самого Александра Лукашенко, потому что он понимает, конечно, что единственной силой, которая так или иначе его поддерживала, не потому что она его каким-то там образом любит или уважает, а просто потому что там есть деньги, это силовой сектор. Это правоохранительные органы, которые вот якобы его поддерживали, но если он даже свою армию, свой силовой сектор отправляет в Украину, здесь они умирают, либо переходят на нашу сторону, то в Беларуси не остается никого, кто мог бы стоять за Лукашенком, и его просто сметут. И Путину такой абсолютно Лукашенко верно. слабый ведь тоже не нужен, правильно? Абсолютно верно, да, и он это прекрасно понимает. Мало того, вся численность армии Беларуси там насчитывается там, порядка 60 тысяч. Мгм. Из них тех, которых теоретически можно было отправить, вот если всех брать, не включая там поваров, командный состав, а это всегда как треть где-то, тех, кто сидит на зарплатах и тому подобное. Ну, допустим, 1015, 20, 25. Пусть они, допустим, усилили бы это военнослужащими РФ.
Ну, собрали они такой кулак 1050. Это тоже погода не делает. Да, это очень сильно э, напряг будет для тех, кто остается в Украине, и, возможно, даже какая-то будет паника. Но, повторюсь, то, что было 24 февраля, не повторится уже в принципе. То есть уже момент Блицкрига упущен раз и навсегда. Мгм. И если мы посмотрим по, скажем так, по тем ударам, которые были за последний месяц, по фронту мало что изменилось. Но вот реально последнее продвижение, допустим, даже с нашей стороны, это была Харьковская область. Да. Это было в сентябре месяце. С того момента каких-то серьезных прорывов практически на всех участках фронта их нет. Да, возможно, там небольшое продвижение на юге страны, но это не то, о чем, собственно, многие эксперты, там, Жданов и все, кого мы знаем в телевизоре, нам рассказывали и показывали. Ну, я, собственно, на них не ориентируюсь. У меня Я своя аналитика и Мгм. свои мозги в Но с этом чем это плане. связано? Мы ждем, пока в полной мере заработает ленд-лиз и поступит нам достаточное количество вооружения, или что, что стопорит нас тогда? Ну, доля правды в этом есть, то есть нехватка вооружения, она, ну, собственно, присутствует. Мгм. Если бы нам в одночасье дали все, что нам обещали, то ситуация бы очень быстро стала разворачиваться, и, возможно, продвижение было абсолютно на всех участках фронта. Но так как нам дают по капле ложки воды, то, собственно, поэтому и стопоримся. И я, например, прекрасно понимаю, что даже продвижение в Харьковскую область, многие говорили, что кацапы бегут, Мгм. но на самом деле они никуда не бежат. Просто их конкретно выбивали, и тому есть подтверждение. Много видеозаписей в разных телеграм-каналах. Они на позициях просто погибали. То есть бегства там как такового нет. И если мы говорим, например, сейчас о юге, то ситуация там стабильно тяжелая. И потери как с одной, так и со второй стороны. Разумеется, об этом, собственно, в средствах массовой информации никто не скажет, дабы не будоражить общество, но это правда. Это правда, нелегко дается эта победа, это наступление, потому что оборонительная война – это одна история. Наступательные действия – это совершенно другая история. Когда надо проходить минные поля и тому подобное, это сложно, это всегда человеческие жертвы. Собственно, к сожалению, информационная повестка в Украине, она немножко, ну, на мое усмотрение, она в какой-то степени неправильная. Потому что, как я вижу, часть общества абсолютно расслабились Мгм. и не понимает, какой ужас творится в Украине, собственно. Ну, если ты этого не видишь, ты и не отдаешь себе отчет, ну, вроде бы так и должно быть. На самом деле расслабляться рано и, ну, как человек, который там длительное время занимался репутацией и так далее, инструмент управления массами, один из самых эффективных – это страх. Я не говорю, что надо держать в страхе все общество, но для понимания того, что этот ужас никуда не делся, а большинство людей просто даже себе на секундочку не могут представить, насколько это страшно, то, что там происходит. Поэтому я, например, по себе, вот допустим, не могу сказать, что там бесстрашие и тому подобное. Мне прилеты в Киев после того, что я там пережил в Лисичанске и так далее, я на это даже не реагирую. Ну, Мгм. есть чем сравнить. Для кого-то это начинаются опять панические атаки и так далее. То есть должен быть какой-то баланс. Но баланс, опять-таки, он должен быть взвешен информационно настолько, чтобы, во-первых, не травмировать общество, а во-вторых, не было такого, что все расслабились. Все должны быть в тонусе и понимать, что война никуда не Осознание реальности, да, в котором мы да, находимся. абсолютно верно. То есть надо быть откровенным и честным со своим обществом. Все должны понимать, что война – это смерть, это страх, это ужас. Ты должен это просто понимать и принимать. И перед сном ты ложишься спать и такой, блин, а что я сегодня сделал для помощи нашей? Что я сделал для ЗСУ? Я не в очередь в Макдональдс стою 6 часов, Мгм. ну вот реально. Или не иду там в какой-то ночной клуб. А что я действительно сделал? Тогда, ну, тогда победа будет намного быстрее. Я в этом более чем уверен. Вот. Ну вот по поводу действий России в Киеве, ведь ситуация в Киевской области, как, впрочем, и многих других в последнее время, не очень хорошая. Россия усилила ракетные удары
по стратегической инфраструктуре, то есть они бьют по ТЭЦ. Вот вчера в Киеве более 40% населения были вообще без воды, 297 тысяч квартир, по данным Кличко, были полностью обесточены, не было электричества и так далее. Вот как ты думаешь, в чем стратегия России? То есть зачем бить по энергетической инфраструктуре? Ну вот что дает России, я не знаю, пару часов отсутствия света и воды в квартирах у киевлян, у жителей Киевской области и многих других украинских областей и районов? Зачем? Здесь все просто. А, Россия ставит на то, впереди у нас идет зима, никто не знает, насколько она будет холодной и так далее. Мгм. Если мы хотим сместить вектор с военных действий на гуманитарную катастрофу, представь себе, в какой-то момент отсутствует свет не один день, а он отсутствует неделю, 2 недели, 3 недели. Одно дело, когда это какие-то частные дома и так далее. Другое дело многоэтажки, когда люди без воды, без канализации, без, ну вообще без ничего. То есть внутри общества возникает, благодаря, собственно, внешним, скажем так, агентам и внутренним агентам, ситуация немножко начинает качать из серии, блин, давайте уже как-то заканчивать с этой войной. Это опять-таки возвращаясь к тому, что многие расслабились. Мгм. Вот на это можно делать ставку. Второй момент, кроме того, что нету света и всего остального, связь пропала. Вот представь себе, вот я за вчера, у меня не было связи сутки. Да, у меня тоже не было. Я, да, я понимаю, что в какой-то момент, э, так как я там нахожусь на учениях и так далее, мне необходимо даже скоммуницировать с собственным подразделением, а этого нет. И вот если мы моделируем ситуацию, несмотря на то, что многие опять-таки эксперты рассказывали, что Российская Федерация в одночасье не может запустить там больше 40 ракет, как показала практика, они и 80, и 100, и 120 могут запустить, и более. Если мы говорим о том, что наше ПВО справляется, ну, скажем так, отлично нельзя поставить, это когда все сбивается, на четверку, да, то что-то долетает. И если эта массированная атака будет сопровождаться в дальнейшем заходом, о чем мы неоднократно вот Мгм. вспоминали, то, возможно, проблемы будут гораздо серьезнее, чем мы можем себе представить. Я вообще склонен к тому, что недооценивать кацапов их нельзя. Многие списывают уже, что вот все, там они сдались. И, ну, объективно я согласен. У них колоссальные проблемы, даже не то, что они мобилизацией занялись и кучу народу нагнали. У них колоссальные проблемы именно с руководящим составом, который умеет воевать на земле. Мы за вот этот вот период времени, я смотрел там первые 6 месяцев, когда было, мы накосили именно офицеров, которые связка взвод рота. Мгм. То есть вот этих людей, которые умеют на земле воевать. А вот этих людей у них в принципе нет, кадровый голод в этом плане. То есть ты можешь набрать хоть 10 тысяч человек, если нету кем им командовать, это просто пушечное мясо. Да, ну смотри, ты говоришь, что значит, нельзя недооценивать врага, и я здесь с тобой полностью согласна. И вот ты говоришь, что, как выяснилось, они могут закидывать и по 40, и по 50, и по 80 ракет, но здесь вопрос, а сколько у них этих ракет? То есть сколько у них еще остается этого ресурса? Достаточно ли у них запасов комплектующего для конструирования новых ракет, которые они могут сюда... Это Ну это нет. же, ну оно же когда-то закончится, нет? Оно закончится, но на самом деле там достаточно много того, что еще, скажем так, они не применяли. Мгм. Я не говорю про высокоточные ракеты, типа там кинжал и так далее. Это заканчивается, и воспроизвести, ну, у них это нереально. Мало того, вторая армия мира, хотя они уже, блин, 22-я или 32-я, и, короче, мы сделаем так, что они будут в 200-м списке. Но суть в том, что 20, ну пусть вторая армия мира закупает, на секундочку, они так настолько себе уверены, но они уже закупают у Ирана и Шахи. ракеты, М. дроны и так далее, и шахиды вот эти. То есть проблемы существуют. Но опять-таки от того, что у них есть ресурс это купить, нам от этого не легче. Мгм. Да, в одночасье, если запускается 100 шахидов, то, блин, какое-то количество их долетает туда, куда надо.
И вот это вот проблема. Нам, ну, кровизносу нужны системы ПВО и как можно больше. Мгм. А Иран, Вот. скажи мне, вот как ты думаешь, зачем это Ирану, стране, которая и так находится под невероятным количеством просто западных санкций, и при этом они продают России эти БПЛА, одновременно с этим говорят, что мы, ну, мы ж не в войне против Украины, ну, нас покупают, мы продаем, мы вообще не в курсе, что их применяют в Украине. То есть зачем Иран, вот Ирану это сейчас? Это что? Это можно назвать какой-то совместной спецоперацией, или же они вот просто на войне зарабатывают? Ну, с одной стороны, зарабатывать это раз, разумеется, экономическая составляющая. Но если мы смоделируем, опять-таки, чуть-чуть выше, ну, над схваткой подняться, если мы представим все то, что сейчас происходит, это одно из звеньев передела мира, ну, глобально. Мгм. Начало было положено этому еще начиная с коронавируса. То есть в какой-то момент, э, опять-таки, если представить себе ситуацию, что те страны, те люди, которые вершат судьбы миллионов, не могут договориться, происходит военный конфликт. Ну, он бы не произошел, если бы, скажем, за 2 месяца до войны, до вторжения, помни, какое количество встреч международных было все со всеми. Да, так Все со всеми приезжали один за летали. одним, да, сюда. Просто это невозможно было отслеживать и давать этому там какую-то взвешенную аналитику, потому что каждый день новые события. И вот в один прекрасный момент не договорились. Хотя принимали участие, ну, серьезные так называемые игроки. И вот сейчас мы видим, подключается Иран. Многие говорят, допустим, что Китай, он равноотдален от войны в Украине, никого не поддерживает. Но я вам скажу больше. Вот у меня учения были касаемо, я пилот, ну, пилот дрона. Мгм. То, допустим, те коптеры, которые мы используем на фронте, они имеют прошивку предыдущего поколения. Новые коптеры, которые мы могли бы покупать, там, DJI и так далее, на системе DJI, они уже идут с новой прошивкой. И влезть в мозги этого дрона, допустим, условно даже отключить огни на коптере, у нас уже нет этой возможности. Но завод, который эти дроны делает, он в России находится. И у них эта прошивка, им дают возможность все это делать. То есть вроде как Китай говорит, что мы не помогаем, но в то же время есть такие косвенные признаки того, что они, собственно, поддерживают, скажем так, Мгм. отношения с Российской Федерацией. Ну и далеко не надо ходить, у них расчет рубль, юань никуда не делся. Точно так же можно взять ту же Индию. Вроде как никто про нее нигде не говорит, но у них торговля только растет, расчет рупий, рубль. И вот по многим таким странам можно пройтись, дабы понимать, кто на одну чашу весов становится, кто на другую. И если ты говоришь, вот Иран, почему Ирану это выгодно и так далее, у Ирана неоднозначные отношения с Соединенными Штатами Америки. Мгм. И на нашей территории, собственно, бодаются они, ну, нашей кровью и так далее. Вообще, вот все, что сейчас происходит, это с точки зрения геополитики, все в одну точку сошлось именно на нашей территории. То Хотя есть таких точек интересы по миру разных их стран, гораздо. ты имеешь в виду? Абсолютно верно. Ну, точно так же, ну, касаемо, вот давай, я не знаю, представим себе, Великобритания находится на острове. Какой интерес им помогать нам? Или они за демократию, так и за все, что, то, о чем, собственно, на разных международных съездах говорят. Много воздуха сотрясают и тому подобное. У британцев точно так же есть интерес в Украине. Они до войны, еще в 2000, дай бог памяти, в 2020 году, да, по-моему, даже мы у вас в студии обсуждали, они же хотели модернизацию военно-морских баз сделать и давали Да, нам кредит 1,4, помнишь, вот мы говорили об помню, этом. помню, да, да, А да. это, Ну как оно это никуда же? не делается. Мгм. Гульшум, оно никуда не делается, у них есть свои интересы. И когда все это дело закончится, попомнишь мои слова, британский флот частично будет стоять здесь.
Поэтому просто так ничего не бывает. Просто так деньги не дают. Мало того, они же, ну, у нас как говорят, мы получили там денежный трансфер, или мы получили деньги в виде вооружения и тому подобное. Никто же не говорит, что это частично кредит. А Да, что местами нам это придется это 80 или возвращать. 90% кредитов. Надо будет эти деньги возвращать. И вот ленд-лиз, хорошая вся история с ленд-лизом. И суперка, если бы он на 100% заработал. Но этого не происходит. Ну смотри, Потому ну с что, другой ведь стороны, мы же понимаем, что вот все те страны, которые сегодня нас поддерживают, наши западные партнеры, понятно, в первую очередь преследуют свои национальные интересы. И мы же, и безусловно, это нормально, что каждая страна преследует свои национальные интересы. Но вот общаясь даже с европейским истеблишментом, вот что мы говорим, что если сегодня мир, цивилизованный мир, демократический мир позволит победить террористическому, авторитарно-клептократическому государству в Украине, то мир ждет катастрофа, и демократический мир не может позволить этому произойти, потому что кто будет дальше после Украины, ну, никто не знает. То есть наверняка после того, как Путин, не дай бог, здесь победит, в чем, как бы, не, мы это понимаем, уже что это нереально. невозможно и что это нереально, но он пойдет дальше, он пойдет на Европу, и наверняка наши западные партнеры это осознают, и поэтому сегодня они поддерживают в первую очередь себя, они оберегают себя, помогая нам, разве нет? И это есть мысль правильная. Но, опять-таки, если мы понимаем с точки зрения ближайших наших соседей, возьмем тех же поляков, они четко отдают себе отчет в том, что если вдруг мы пойдем, следующие будут они. Они это прекрасно понимают. Но если мы посмотрим, о чем говорят пропагандистские каналы РФ, Так. то за последние 2 месяца тезис, что здесь они воюют чуть ли не со всем НАТО, он чуть ли не в каждой программе. То есть сознание кацапских умов, сложно сказать, мозгов и так далее, вбивается история, что они воюют чуть ли не со всем земным шаром на нашей территории. И чем больше они подталкивают население свое к этому, в какой-то момент, я не исключаю, когда уже будет понимание того, что все назад, ну просто уже никак, а это уже, собственно, где-то произошло месяца 2 назад, они будут качать тезис, сейчас тебе скажу даже дословно, как он у них звучит. С одной стороны, священная война, ну, А это помнишь, вообще когда-то какой-то на крестовый поход, что ли, будет объявлять? Да-да-да, когда-то на пресс-конференции Путин обмолвился: мы попадем в рай, а они как мученики все. Вот это тоже нельзя, вот этот тезис нельзя упускать из виду, потому что они накачивают общество к... Господи, блин, у меня просто вылетело с головы, дословно знал этот тезис, как он звучит. Но Священная смысл война какая-то? такой, что это священно, и они, ну, другого выхода нет. Либо мы погибнем все, либо они. Мгм. Опять-таки, это возвращаясь к тому, что много там времени было уделено тому, о чем говорили, это применит ли Путин тактическое ядерное оружие. Мгм. Я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что, опять-таки, и Соединенные Штаты, и Британия, ну и другие страны четко заявили, что если это произойдет, то в течение там получаса прилетит во все точки в России, и они понимают, что ядерная война – это не их путь, и этим ничего не изменить. Но я хотел бы обратить свое внимание на то, что не обязательно применять ядерное оружие. Помнишь, я сказал, россияне еще не все здесь применили. Хотя они уже термобарическое, и химическое, уже все, что можно, уже было здесь. Мгм. Но у них есть, скажем так, несмотря на то, что один раз уже попробовали они, на Азовсталь была сброшена 500-килограммовая авиабомба. За всю вот эту вот с их стороны спецоперацию. Там воронка, все видели, какой маленький человечек и так далее. Да. Доставлять, чем у них есть. Но ты спрашивала, много ли у них чего-то там осталось. На самом деле очень много, и авиабомбы такое количество,
количество, что даже сложно себе представить. Мало того, от 500-ки была воронка. У них есть пятитысячники и девятитысячники. Они называются BAF. Ну, там аббревиатура определенная. И разные другие. Если эта штука падает где-то в микрорайон условно Винограда, не надо никакого ядерного оружия. Ударная волна такой силы, что дома просто будут сдувать. Доставить эту штуку есть чем. То есть у них есть это космические войска, авиация дальнего базирования, Ту-160, собственно, с них они частично запускают Х-101 и так далее. И есть Ту-95. Мало того, они на борту могут нести до 12 штук таких. И вот если звено поднимается там в районе 9 машин, представь себе, какую огневую мощь, в случае чего могут обрушить на любой из городов Украины. Достать, достать эти бомбардировщики можно буком. Возможно, есть еще какие-то системы другие ПВО, о которых я не знаю. Но я знаю, что буки достают. Мгм. Но вот эта вещь меня, честно говоря, вызывает опасения. Потому как когда это Мурло у себя в Кремле говорит, мы еще не начинали, я себе где-то в своем сознании такую моделирую такую ситуацию, что это могло бы произойти. Но не факт, что это произойдет. Это к тому, что ядерное оружие не обязательно. Вот представь себе, в одночасье начинаются опять-таки массированные обстрелы ракетные, инфраструктурные, пропадает везде связь и так далее, и в какой-то момент поднимаются вот эти вот птицы. И начинается просто тотальный трэш. Мгм. Достаточно того, чтобы в центре города Киева одна такая упала, и паника будет ого-го какая. Ну смотри, ну не Это не кажется ли тебе, вот, учитывая амбиции Путина, его вообще безрассудство и сумасшествие, что если бы такая возможность была, они бы это уже применили давно? Я и об этом думал, ты знаешь, я вообще эту кампанию военную с их стороны, честно говоря, не понимаю до конца. Я пытался себя поставить на место, если бы я хотел захватить другое государство, что бы я в первую очередь делал. Но этого не происходило. Могу объяснить это только тем, что их разведка очень сильно просчиталась, и они думали, что будет так, как в Крыму. Зайдут зеленые человечки, и все здесь с флажками будут их встречать. Да. Этого не произошло. Они отхватили в первые 2 недели, и я вот думал, ну сейчас что-то поменяется. Нет, они продолжали воевать вот по учебникам, не знаю, 70-х годов, по тем же методичкам. Ну, многие мои друзья, знакомые, и уже побратимы и так далее, у нас ответ один. Они, как ни парадоксально, очень тупые. Не все, но в общей своей массе очень глупые нации. И, возможно, руководящий состав Российской Федерации, мы преувеличиваем их умственные и тактические знания в плане ведения войны. И нам это, собственно, на руку. Но это, опять-таки, если просто смоделировать. Как повернется далее? Вот смотри, поменялся Суровикин. Он как раз и занимался в Сирии вот этими ВВС. Мгм. И опять у нас началось больше не столько наземное, сколько воздушное, как раз с их стороны. Потому что по земле они продвинуться не могут. Численность вооружения уже в каких-то линиях фронта просто сравнялась, местами даже у нас больше. Поэтому у них сложности, и они будут только-только усугубляться, их ситуация будет становиться все хуже и хуже. Но у меня опасения вызывает, например, тот же самый Херсон. Я знаю, насколько это сложно туда дойти и вообще взять этот город. Условно, в какой-то момент я представляю себе, до конца этого года мы берем Херсон. Мгм. А не произойдет ли с Херсоном все то же самое, что происходило с Мариуполем? Вот они отойдут на левый берег и просто хаотично начнут разрушать город. Бомбить. Да. Может такое быть? Может быть. Поэтому информационно мы наступаем на Херсон, но я не исключаю, что в какой-то момент, как это было с Харьковской областью, мы все нагнетали 2 месяца про Херсон, а выдвинулись именно там. Сложно объективным быть по военной теме по одной простой причине. Нехватка информации. Мгм. Можно субъективную свою точку зрения высказывать сколько угодно, опираясь на какие-то факты, возможно, свои домыслы, возможно, какую-то аналитику, которую ты сам сделал, а не прочитал где-то. Тогда это просто субъективная точка зрения. Потому что в войне
все меняется настолько быстро и стремительно, что сегодня мы с тобой обсуждаем, как мы побеждаем, и как обсуждают это, собственно, на телемарафоне и везде, но может произойти что угодно. Вот я не исключаю, что может произойти абсолютно Мгм. то, к чему не готов никто. Вот кто-то говорил про Каховскую ГЭС, если я не ошибаюсь, что могут подорвать и все остальное. Я себе так посмотрел, думаю, а что это дает, ну, собственно, Кацапам? То, что Крым воду, можно будет забыть про воду в Крым, это шантаж. Что может быть связано с зерновой этой угодой? Почему они отказываются? Мгм. Что это такое? А потому что в какой-то момент, когда там позавчера, по бухте в Крыму, по кораблям прилетело и так далее. Мгм. Ну, не знаю, провокации будут. Я боюсь, чтобы в какой-то момент какое-то наше судно не потопили. Моделировать можно сколько угодно. Но, честно, очень много мыслей, и они настолько разносторонние в плане военных действий, Мгм. что я очень осторожно, и мало того, не всегда, когда меня просят прокомментировать именно войну, я даю свои комментарии, дабы ам, не быть пророком в чем-то, в чем бы мне не хотелось, или же бы просто не ошибиться в своих прогнозах, потому как люди нас же слушают. Да. Вообще экспертное сообщество, я бы те, кто не является военным или как-то не прикасается к этому делу, или не находится внутри системы, просто бы запретил комментировать. Мгм. Потому что от этого только хуже. Мало того, я бы на законодательном уровне запретил, вот люди, сколько времени прошло, до сих пор выкладывают видео прилет. Ну, это уже просто какой-то маразм. Ну, неужели вы не думаете, что вы сами же корректировщики огня следующей волны этих дронов «Шахидов» и тому подобное? Мгм. Еще знаешь, Саша, тебя хотела спросить следующее. Ну вот я гражданка Украины, но этническая крымская татарка, и в принципе для меня всегда было понятно, что такое Россия, что такое российский режим, там исторически, мы это все очень хорошо знаем. Но вот ты как украинец, думал ли когда-то, что тебе придется стрелять в русского человека? И вообще считаешь ли ты ответственными за все то, что происходит и то, что делает сейчас путинский режим, граждан Российской Федерации, вот это 140-миллионное просто одурманенное пропагандой население? Я тебе больше скажу. Я считаю тех, кто 30 лет в Украине многие вещи делал, виновны в том, что сейчас происходит. У меня вопросов даже больше, не знаю, к предыдущим, еще предыдущим, начиная со дня независимости. Юлия Владимировна Тимошенко, у меня вопрос. Потому что сейчас часть ракет, которые по нам летят, это с ее подачи Мгм. были туда отправлены. Ну, вопросов очень много, Гульсум. Но если мы говорим за россиян, как показывает история, вот начиная с истории, я бы, наверное, с пеленок заставлял, не заставлял, но объяснял в школе, почему это произошло и чтобы это не повторилось в будущем. Да, вот такой вот у нас конченый сосед. И даже если, например, завтра исчезнет Путин, его окружением и так далее, я бы все равно строил бетонную стену, потому что это общество очень гнилое, и, как показывает практика, это очень жестокие люди в общей своей массе, даже не те, которые сюда зашли. Потому что объективно, я прекрасно понимаю, многих из них просто на убой отправить. Хотя никто им не мешает поднять руки и сдаваться. Это страх и так далее. Но те, которые там находятся, внутри страны, что они несут, посмотришь порой и диву даешься, неужели такое в принципе может быть. То Мгм. есть разум отсутствует напрочь. Вот пропаганда – это, наверное, венец творения путинского режима, это их пропаганда. И не просто так они рашисты. Пройдет еще десяток лет, а может меньше, про Вторую мировую и про нацистов забудут, а будут помнить эти.
и страна эта будет изгоем. И мало того, если мы, в моем понимании, как в дальнейшем будут развиваться события, то, учитывая то, что история циклична, а до распад Советского Союза так и не произошел, то Российская Федерация будет фрагментирована, Мгм. и будут откалываться целые регионы, начиная от Кавказа, заканчивая всякими Хабаровским краем и так далее, там, где были уже волнения не так давно, которые смогут самостоятельно, собственно, жить не под крылом Российской Федерации. Потому что такой страна, как Россия, ее не существует, юридически ее нету. Есть Российская Федерация. И вот от этой Российской Федерации останется Питер и Москва. Вопрос только когда и ценой скольких жизней. А как ты Еще думаешь, это вот Россия, она может повторить судьбу гитлеровской Германии? безусловно может, но Вернуться, скажем так, в цивилизованный мир потом? сложно, не могу сказать тебе, честно, не знаю, насколько. Опять-таки, это очень серьезно зависит от других факторов, связанных о том, о чем я сказал раньше. Потому что нельзя исключать того, что мы стоим на пороге Третьей мировой войны. Достаточно будет просто поджечь спичку. И треугольник Китай, Иран, Россия, он уже сформирован. Мгм. Просто Китай – это очень, скажем так, продуманная нация. Но все, что сейчас мы наблюдаем, и то, как это переходит в затяжной конфликт, это выгодно абсолютно всем внешним игрокам. Абсолютно всем. Каждый свои дивиденды здесь получает. Кто-то политические. Вот как только ты видишь в какой-то стране в будущем, там, в ближайшее время будут выборы, сразу же на повестке появляется Украина в информационном пространстве. Сразу же поддержка и так далее. Кто-то на этом просто политические баллы зарабатывает. Кто-то на этом зарабатывает финансовые ресурсы. Кто-то ищет партнеров на каких-то других рынках. Потому что мир глобально делится. Делится на новые валютные зоны и так далее. То есть то, что происходит даже в самих Соединенных Штатах Америки, у них своих проблем хватает, но в то же время они поддерживают нас. Это как, собственно, вся история США – это война на других территориях. Война Запада с Востоком. Как-то, Нам от этого не легче. Нам от этого не легче. ну вот Мы поле как-то, боя. если я не ошибаюсь, у 33-го вроде президента Соединенных Штатов Америки Гарри Трумана журналист спросил, что вы считаете своим наибольшим успехом? И он тогда сказал, мы сумели победить врага и вернуть его в цивилизованный мир. И вот мне вот стало действительно интересно вот наше будущее, что нас ждет. То есть мы построим стену условную такую с Россией, да, или может быть даже реально физическую, скажем, живите как хотите, главное нас не трогайте, и будем строить демократическое государство, вернув все Нас, свои оккупированные территории. Или что, вот как ты видишь наше нас будущее? другого пути у нас нет. Но, опять-таки, кто будет строить здесь? Очень большой вопрос. Вопрос этот назрел уже очень давно. То, что происходит вне войны, меня повергает в тихий ужас. Мгм. Я сталкиваюсь с абсолютно разными людьми, с разных верств, разный бизнес и так далее. Большинство из них, 99,9%, не видят здесь будущего с той власти, которая сейчас. А, Не хочу вдаваться в подробности всяких коррупций и тому подобное, но у нас, как у военных, накопилось очень много вопросов к тем, кто сейчас управляет страной. У нас накопились вопросы, связанные с снабжением. Я тебе больше скажу, у меня до сих пор нет зимней формы. Мало того, в том, в чем я сижу, я сам покупал. Мгм. Но это вопрос не к Минобороне, потому что я не являюсь мобилизированным. Я не подписывал контракт с ЗСУ, я добробат. Я с начала войны не получил ни копейки от государства, хотя был в разных местах, там, где мог лишиться своей жизни, и мои бы родные ничего не получили. Мгм. Потому что я шел на эту войну по зову сердца. И я понимал, к чему это приведет. Я уже на второй день знал, что это не просто так. И те ужасы, которые были в Буче, в Ирпене и в Гастомеле, я их видел воочию, своими собственными глазами. И это не забудется никогда.
А то, что происходит там в Изюме и так далее, я боюсь даже представить, Гульсум, когда мы вернемся в Мариуполь, это будет неизбежно только через какое-то количество времени. С какими ужасами мы там столкнемся. Потому что по определенной информации, несмотря на то, что у нас озвучили средства СМИ потери гражданского населения 22 тысячи, по-моему, даже Мгм. сам Зеленский об этом сказал. По моей информации, а я склонен доверять тем людям, которые непосредственно находились и там, и вообще видели, что было там свыше 120 тысяч людей, гражданских, погибших, которые захоронены, кто знает где, понимаешь? И вот это вот когда вот эти вещи будут скрываться, говорить о том, что мы когда-то с кацапами сядем за один стол, да я никогда в жизни с ними не сяду за один стол. Мгм. Просто никогда. Те, кто этого не видит, они, возможно, сядут. У большинства из нас есть родственники в России. Кто-то перестал вообще общаться. У меня родные точно так же находятся на оккупированной территории. Но они почему-то не зомбированы. Потому что они пытаются анализировать, но они в какой-то степени даже вот проскакивают пропагандой. И я там родной своей сестре говорю, ну, Полин, это не так. И сбрасываю информацию, она это понимает, и супругам там все нормально. То есть единичные какие-то случаи, да, люди оказались заложниками ситуации. И я уверен, что и в России есть думающая часть населения, но она ничтожно мала по сравнению вот с этим стадом баранов. Мгм. И, собственно, у нас даже, я тебе скажу, до войны почему-то всегда было так, что думающее меньшинство страдало от недумающего большинства. А вот это вот необходимо менять. Ну, это, кстати, не Необходимо... только у нас, это мировая практика такая во многом. Об этом даже Конечно, Платон писал в «Государстве», помнишь, в книге? понимаешь, управление массами существует там с десяток инструментов, и ты можешь делать что угодно. Люди, как показывает практика, хавают абсолютно все, если Мгм. ты их к этому подготовишь. А то, что происходило 8 лет до этого, это, собственно, результат этой пропаганды. И когда нету желания думать, а думать для большинства это больно. Вот представь себе, человеку больно думать. Он хавает абсолютно все. Вот ему слепили кусочек этого говнеца, в башку впихнули через зомбоящик. И он свято в это верит. Он Ну, будет просто не верить, приходится, знаешь, не приходится напрягать мозги, думать, критически мыслить, и ты а просто зачем? чужое мнение забираешь как за свое, и все. И еще, знаешь, вот эта вот мощная манипуляция пропагандистской машины, когда они говорят, ну, любому разумному человеку очевидно, что три точки и продолжается. И, естественно, ну, Вот, это так работает очи- пропаганда. очи- очевидно, что с критическим мышлением у россиян очень плохо всё. Крым. И Саш, я хотела у да, тебя про Крым спросить. Не так много, к сожалению, у нас остается времени. Когда мы зайдем в Крым, как ты думаешь? м, И как? скорее всего, в середине, через серьезные боевые столкновения. Только так. Крым просто так не отдадут. В Крыму будет бойня. Это моя точка зрения, если, не дай бог, что-то там колоссально не изменится. И внутри самой Российской Федерации, кстати, на секундочку, в РФ за 2022 год 88 долларовых миллиардеров. Эти люди сейчас под санкциями многие, у кого-то серьезные убытки. То есть можно там в течение пару лет превратиться в миллионера. Мгм. И я думаю, что если бы собрался какой-то определенный пул людей, не та башня Кремля, которая ФСБ и тому подобное, а вот абсолютно другие люди, которые хотят еще как-то спасти то, что у них есть там, собрались бы денежками и так далее, и начали шатать ситуацию внутри страны, это был бы самый идеальный вариант для того, чтобы этот военный конфликт можно быстрее закончить. Но если мы говорим о какой-то военной компоненте, то Крым – это военная база. То, что там было настроено за 8 лет, это военная база. Туда зайти сложно, но можно. Опять-таки, как быстро? Ну, я бы хотел верить, что следующим летом. Вот хотелось бы мне следующим летом, чтобы мы зашли в Крым. И до конца лета выбили оттуда всю ручную. Мгм. Повесили там наши флаги, и все по списку, кто голосовал и не голосовал, с поклажей ручной через этот мост
Пускай пешком идут туда, куда, откуда они пришли, если они так сильно любят эту Россию. Ну вот А знаешь, все как остальные, многие говорят, аналитики говорят, что ну вот в Крым зашли русские без единого выстрела, что, кстати, неправда. Что якобы там никто не пострадал, это неправда. Там были люди, которых стреляли, которые там погибли, и в том числе украинские военные, да, но вот говорят, что молча Крым забрали и также молча оттуда уйдут, вынуждены будут уйти, и что такой вот прям кровопролитной войны на территории полуострова не будет. Вот что ты думаешь по этому поводу? ну, это как одна из точек зрения. Но Крым – это символ. Мгм. Символ путинского режима. В какой-то степени в истории человечества, когда вот так вот просто забирали часть территории какого-то государства, ну, такого не было. С нами это произошло. То, что они просто так отдадут этот символ, нет. То, что они могут качать вот эту вот победобесную какую-то там войну и так далее, да. Набрать мобиков можно еще очень-очень много. Как показала вот статистика, вообще в Российской Федерации людей не считают. Мгм. Им все равно, сколько там ляжет. Мало того, даже количество гробов, которые туда приходят, не меняет ситуацию. Да, это начинает волнение, но не столь серьезно. Если бы в одночасье туда приехало 300 тысяч гробов, это бы поменяло ситуацию. Я более чем уверен. Никто не хочет хоронить своих родных, близких и так далее. Но если мы посмотрим, когда берут в плен и общаются с родными, и что они несут в эфире, мне кажется, они просто потеряны для, ну, вообще для мира потеряны. То Мгм. есть им все равно, что их там сын или супруг или кто-то находится в плену, они считают, что это типа норм. Им говорят, давайте скажите, чей Крым и тому подобное. Они не могут слова себя выдавить. Они настолько либо же боятся, что за ними придет ФСБ и тому подобное. Либо у них действительно на каком-то там подсознании уже заточено абсолютно другое. И это другое нам с ним не по пути абсолютно. Да, ну ты вот говоришь про обычных людей, да, которые там, условно говоря, смотрят вот этот зомбоящик и подвержены этой пропаганде и вообще не могут критически мыслить. Это обычные люди. А помнишь заседание Совета Безопасности России, где там слово сказать не могли и сформулировать вот это высшее политическое руководство Российской Федерации, начиная от, я не знаю, там главы внешней разведки, заканчивая тем же Шойгу, тем же министром финансов. Ну, то есть мы ж как, мы до этого времени как бы многие думали, что так или иначе Россией управляют умные люди, а ведь оказалось, что нет. Там просто все, кто вокруг Путина, они его боятся. Да, они не Путина боятся, это коллективный Путин. Это не один человек, это целая свора вот этих вот недоимперцев. Вот в чем дело. Назад они уже не могут дать заднюю, потому что достаточно было вспомнить, как трусились руки у Нарышкина, если я не ошибаюсь, Да. когда до войны, ну, до сутки. То есть они уже знали, что это будет, они к этому готовились длительное время. Да и вообще к этой войне длительное время готовились. И захвату Крыма готовились. Агентуры, которая была здесь, в Украине, ну, баснословное количество людей. Мгм. И сейчас вот даже их начинают потихоньку выковыривать, и они растворяются все равно. Никто не несет никакого наказания. Кого-то на кого-то обменивают и так далее. Вот взяли с этой Моторсичу директора этого, а его уже собираются менять. Я не против, если за него дадут там сотню наших, а то и чуть больше. Я не против менять этого старика и так далее. Но вы, как СБУ, вы же это все должны были знать и предвидеть. И вообще, когда это началось, за 8 месяцев можно было прошерстить абсолютно всех и вся. Но этого не происходит. У нас, понимаешь, хуже всего, чего я боюсь больше всего, когда закончится война, что все останется, как и было до этого. Вот это вот сложно будет переварить, пережить и принять. Потому что когда там тоже глава Нацбанка Шевченко выезжает со страны за сутки или там за двое, а Мгм. потом ему подозрение, то, что в течение 200 миллионов гривен, так я более чем уверен, там не 200 миллионов гривен, там миллиарды гривен. Ему дают просто выехать. Вот это больше всего выводит из себя. Ну, Вот я это вот очень... внутри, понимаешь, это Да. коррупция, ну, это система гнилая просто. Я тебе больше скажу, вот то, что было под Киевом, боевые действия, знаешь, почему они здесь отхватывали Кацапы?
Потому что не было вышестоящего руководства. В основном все принимали решения на свое усмотрение. Или наступать, или давить, или отходить, и вот эти вот тяни толкай. Особенно, когда это было в Гастомеле и в Буче. Что мы заходили, выманивали колонну на себя и били. Не было такого приказа, шашки наголо, сколько вас там есть, вперед, побежали бить врага. Но для понимания наших людей, то, что они отошли от Киева, это был приказ. Они не бежали. Я знаю по себе, потому что вот когда ты находишься постоянно под минами, под обстрелом арты, градов, всего остального, у меня в голове мысль не пробегала такая, чтобы что-то бы я мародерил или, боже упаси, кого-то бы насиловал. Я думал бы, как свою жизнь сохранить. А Мгм. это происходило вот здесь, вот 3 километра от Киева. Да, То есть но это кто-то было дал не... возможность этому происходить. Ну, я очень надеюсь, что после войны, после нашей победы ничего уже не будет как прежде. Вот, Саш, последний вопрос, буквально 2 минутки. Что для тебя лично будет являться завершением этой войны? Капитуляция Российской Федерации, развал ее, полный развал. Не знаю, вот только в таком ключе. Если они останутся так, как они и были, и будет подписан какой-то мировой договор, и репарации пойдут, и все остальное, это неизбежно приведет через 10-15 лет к тому же. Вот пока они не рассыпятся. Ну и опять-таки возвращение всех наших территорий в нашу страну. Ну, по-другому я не вижу выхода. Ну, такое количество людей накрошить, это не просто так. Ну, это уже за чертой понимания обычного здравомыслящего человека. Мгм. То есть надо, во-первых, человеком остаться после этого всего, а во-вторых, навести порядок в собственной стране. Потому что вот эти вот кредиты и все тому подобное, это надо будет кому-то отдавать. А на секундочку представить себе, какое количество молодежи выехало, те, кто должен будет эту страну поднимать, вернутся ли они сюда, большой вопрос. И когда это произойдет, тоже вопрос. Чем дольше ты находишься и уже обживаешься где-то в в европейском государстве, то тем меньше желания будет возвращаться сюда. Я Ну, тебе ты больше знаешь, скажу. да. За последнее время, несмотря на все то, что вроде как плюс-минус стабильно уже, немножко бизнес там как-то начал работать, многие бизнесмены, с которыми я общаюсь и так далее, они сворачивают бизнеса. Потому что то, что творит Гетманцев, Минфин и так далее, не дают возможности здесь вдохнуть. Российская Федерация, несмотря на то, что они проигрывают, они перевели часть экономики на военные рельсы. Почему мы этого не делаем? Где госзаказ? Где предприятия, которые все на фронт? Вот где эти предприятия? Я делаю тушенку, госзаказ, пожалуйста, я все на фронт. Мгм. Форма, тому подобное. Ну, сложности в этом во всем, понимаешь? Да, я понимаю. Ну, будем Было бы надеяться. больше времени. За Да. чашкой чая я бы тебе немножко другие вещи рассказал, которые в эфире не могу озвучить. Дабы у тебя проблем не было, и у меня потом этих Ну, проблем не я было. думаю, Но мы через время будем иметь возможность все-таки открыто говорить обо всем. И я надеюсь, что мы я, еще я увидимся в следующих наших эфирах. Спасибо тебе хочешь, большое. да, не за что. Смотри, я тебе скажу так. Наша страна с 24 февраля поменялась полностью. Целиком и полностью. Уже не будет как раньше. Мы не дадим, чтобы было как раньше, я тебе так скажу. Всех не закроют, а мы еще, как это говорится, врага выгоним, а дальше разберемся с теми, кто здесь 30 лет паразитировал над этой несчастной Украиной, чтобы она расцвела наконец-то, и все могли полной грудью вдохнуть свободу, ту, которую они Иншаллах, дай заслуживают. бог. Спасибо большое. Чох Сагл, что нашел время, подключился к нам в эфир и ответил на наши вопросы. Александр Кондратенко, политтехнолог и боец спецподразделения ХОРТ, был с нами на прямой связи. Оставайтесь первым крымско-татарским. Коршкенч. Пока-пока.